Интерес Вашингтона к Киргизии понятен, страна является слабым звеном аж в двух весьма интересных для интересов США цепочках, которых через Киргизию можно ослабить, а то при большой удаче и развалить. В Киргизии зреет новая революция. Причиной этому стала глупость, жадность и незрелость киргизских элит, а также большое желание и финансовые вложения со стороны Соединенных Штатов. Сам конфликт разгорелся потому, что поссорились два президента, бывший глава государства Алмазбек Атамбаев и назначенный им же самим преемник, нынешний руководитель страны Сооронбай Жээнбеков. Кто-то из умных людей сказал, что стабильность и демократичность государственной системы определяется не потому, как люди приходят к власти, а потому, как они уходят. И казалось, в Киргизии этот транзит состоялся успешно. В 2017 году Атамбаев после единственного положенного ему по Конституции президентского срока отдал власть однопартийцу Сооронбаю Жээнбекову, избранному народом страны. Да, Атамбаев передавал власть своему человеку в расчете на то, что он таким образом сохранит в стране политическое влияние. Да, политологи предсказывали, что надеждам президента не суждено сбыться. Не первый раз в истории преемник после оперения выходит из-под тени предшественника или выдвинувшей его семибоярщины, после чего начинает проводить самостоятельную политику. Однако в этом конкретном случае преемник нарушил возможно имевшие место гарантии безопасности Атамбаеву и его окружению. В 2018 году, начале 2019 года развернул настоящую кампанию против предшественника, пытаясь лишить всех возможностей по влиянию на работу киргизских властей. Руководство страны начало расследование ряда аспектов деятельности предыдущей администрации и уже обвинило Атамбаева в коррупции, а также в помощи криминальным авторитетам. По мнению главы Евразийского аналитического клуба Никиты Ментковича, аресты ряда чиновников атамбаевского времени, включая бывшего премьера Исакова и ряд непубличных конфликтов, окончательно превратили отношения двух президентов из дружбы в конфликт. Именно эта вражда вкупе со стремлением защитить людей из своих команд довела конфликт до такого состояния. Без всего этого он бы вряд ли принял столь опасные насильственные формы. Опасные и, к сожалению, бессмысленные и непрофессиональные. После того, как Атамбаев отказался приходить на допросы по ряду открытых против него уголовных дел, а также после спешно проведенного через парламент снятия с бывшего президента юридической неприкосновенности, власти решили его задержать. Взять под стражу в собственном доме, находящемся в селении Койташ. Однако сама операция по захвату, прошедшая 7 августа, была организована из рук вон плохо. Точечная операция из серии «Неожиданно вошел, всех положил на пол», быстро вышел с объектом, превратилась в затяжной штурм, бойню и закончилась позорным поражением для власти. Спецназ был захвачен срочно прибывшими сторонниками президента, многие из бойцов были ранены. Их отправили в больницу, один все-таки погиб, а 6 оставили в доме в качестве заложников. Атамбаева в итоге не спасло, перевес сил все-таки был на стороне государства, подтянувшего к селу значительные ресурсы, и экс-президент после долгих переговоров сдался и позволил себя задержать. Сейчас он уже получил статус обвиняемого, а президент Жээнбеков обвинил его в грубом нарушении Конституции. В стране уже разворачиваются массовые акции протеста, которые накладываются на традиционный раскол между кланами Севера, к которым принадлежит Атамбаев, и Юга, чьим представителем является Жээнбеков страны. В результате в Бишкеке назревает очередной киргизский бунт, бессмысленный, беспощадный, но столь нужный кое-кому из внешних сил. При всех бесспорно внутренних причинах кризиса нельзя игнорировать тот факт, что он стимулировался из-за рубежа, прежде всего из Соединенных Штатов. Интерес Вашингтона к Киргизии понятен, страна является слабым звеном аж в двух весьма интересных для интересов США цепочках, которых через Киргизию можно ослабить, а то, при большой удаче, и развалить. Первое – это евразийская интеграция, которая укрепляет российское влияние на постсоветском пространстве и привязывает местные экономики к российской. Вторая, и куда более опасная для США, это китайский проект «Один пояс, один путь», который призван переориентировать китайско-европейскую торговлю с морских, контролируемых американским флотом, путей на сухопутные. Кроме того, путь цементирует китайское влияние в этих странах и превращает регионы к западу от границы КНР в безопасный задний двор. Гарантирует Китаю отсутствие второго фронта во время геополитической экспансии Пекина в юго-восточном направлении и связанного с этим углубления американо-китайских противоречий. В Киргизии дестабилизировать эти проекты проще всего. Страна известна внутренней нестабильностью, связанной с глубоко клановой структурой общества, отсутствием традиций авторитаризма, который нужен в таких обществах для консолидации и выстраивания государственных институтов, а также весьма анархической структурой протогражданского общества. Неудивительно, что Киргизия стала крайне питательной для различных американских некоммерческих организаций, которые активно работают в стране и тесно контактируют с местной оппозицией. Так, по словам Никиты Ментковича, в мае
Прибывая в Бишкек, посетили два эмиссара из НЭТ, известный американский научный центр, занимающийся вопросами смены режима, среди которых была директор евразийского направления Спаска Гадзинска. Они встречались с оппозиционными активистами, которые сейчас примкнули к сторонникам Атамбаева, обсуждали консолидацию оппозиции, поднятие северных областей против президента и финансирование этой активности. В Москве и в Пекине прекрасно осознают всю слабость киргизского звена в их проектах и делали все возможное для его укрепления. Так, российские и китайские власти всячески поддержали мирный транзит власти от Атамбаева к преемнику. Первый законный переход полномочий от одного главы государства к другому в истории независимой Киргизии, не считая ухода временно президента Розы Атамбаевой, в надежде на то, что он поставит жирную точку в истории киргизских переворотов. Однако там недооценили политическую незрелость местного чиновничества, которое не понимает, насколько важно было отучить киргизский народ от традиций уличной демократии, внушить людям мысль о том, что главу государства можно ставить и убирать лишь у избирательных урн. Именно эта политическая незрелость, по всей видимости, стала причиной того, почему российским властям не удалось убедить Атамбаева и Женебекова решить свои противоречия без вражды. Конечно, Москва продолжит попытки вразумить местные элиты. 8 августа в Киргизию прибыл премьер Дмитрий Медведев, который не только поучаствует в заседании Евразийского межправительственного совета, официальная цель визита, но и проведет переговоры со всеми бузатерами. Вот только выброшенный ссор в юрту он уже не вернет. Перефразируя Шарапова из места встречи изменить нельзя. Самое дорогое на земле – это глупость, ибо за нее дороже всего придется платить. И глупость киргизских властей может по самой дорогой цене обойтись – глупость и жадность.